Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 21 апреля. Анатолий Бибилов призвал жителей Северной Осетии проявить социальную ответственность и заявил о недопустимости проведения подобного рода массовых акций. Южная Осетия продолжает обустройство госграниц. Пограничники устанавливают указательные знаки. Сегодня легендарному остинскому борцу Суслану Андиеву исполнилось бы 68. Накануне во Владикавказе прошли акции протеста. Собравшиеся требовали от руководства РСО Алании помочь жителям, оставшимся без работы из-за введенного карантина. Нарушив режим самоизоляции, многие, преследуя собственные цели, подвергли опасности населения республики. Более того, звучали мнения об отсутствии коронавирусной инфекции. Тему продолжит Роза Тедеева. В Южной Осетии продолжают следить за ситуацией на севере Алании, где накануне состоялся так называемый народный сход, который перерос в массовые беспорядки. Президент нашей республики Анатолий Бибилов отметил недопустимость проведения подобного рода массовых акций, где вместо обсуждения общенациональных проблем произошли стычки активистов с представителями правоохранительных органов. Сход народа не бывает спонтанным, и сход народа не может нести принципы свержения власти, кидания камней в сторону тех людей, которые обеспечивают порядок. И сход народа не может быть представлен, как он был представлен вчера. Это не сход народа. Люди вышли на площадь Свободы против режима самоизоляции. Собравшиеся потребовали от властей принять меры для помощи жителям, потерявшим работу из-за ограничений. Уже в процессе народного схода участники митинга выдвинули новые условия: отставку руководства республики и освобождение активиста Вадима Чельдиева. Многочисленные обращения с просьбой разойтись и не нарушать карантинный режим ни к чему не привели. По мнению президента Анатолия Бибилова, организаторы массового скопления людей подвергли опасности население республики. Это преступление не против себя, это преступление против народа, против своих близких, против своих детей, против своих родителей. Подвергать опасности людей, членов своих семьи, общества, в котором ты живешь, я считаю, это неправильно. И, конечно, мне, как осетину, тяжело и больно было смотреть на то, что происходило в северной части нашей Осетии. Тяжело было смотреть. Почему? Потому что мы должны понимать, с чем мы боремся. Мы должны чувствовать ответственность. По мнению главы государства, продолжая убеждать население в отсутствии такой угрозы, как коронавирус, многие преследуют собственные цели. И даже многочисленные видеоматериалы, где показывают пациентов с подтвержденными диагнозами, не могут их убедить в существовании угрозы планетарного масштаба. Отдельные лица, по словам президента, пользуются ситуацией и набирают политические дивиденды. Я, конечно, призываю, чтобы мы более ответственнее относились к вот этой напасти, которая у нас есть. И, пользуясь случаем, я еще раз хочу поблагодарить всех врачей и медицинских работников, которые сегодня борются, которые видят все эти, всю тяжелую ситуацию в реанимациях, там, где лежат эти больные. Спросите их. Спросите и поблагодарите, и поклонитесь им за то, что они борются. Глава государства еще раз призвал население проявить ответственность и сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и своих близких. Роза Тедеева, Джонни Техов. Информационный выпуск сегодня. Южная Осетия продолжит демаркацию госграниц, заявил в интервью нашему телеканалу полпред президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев. Погранслужба КГБ Южной Осетии устанавливает пограничные знаки на юго-остинской территории. В первую очередь указатели необходимы для того, чтобы предупредить грузинских граждан от несанкционированного пересечения нашей границы.
Пограничная служба КГБ Республики Южная Осетия начала организацию работ по обозначению границ с Грузией. Пограничниками выставлены указательные знаки в районе юго-осетинского села Хомтагвиргвина, граничащей с грузинским населенным пунктом Тахтыстири. Демаркация проходит в полном соответствии с законодательством Республики Южная Осетия. Погранслужба проводит работы на юго-осетинской территории, не затрагивая грузинскую землю. Знаки выставляются исключительно на юго-осетинской территории. То есть на территорию Грузии ни на 1 метр мы никогда не заходим, и все обозначения, будто инженерные сооружения или знаки, они всегда выставляются на нашей стороне, притом в определенном удалении от линии прохождения границы. Однако грузинская сторона вновь воспользовалась этой информацией и развернула настоящую истерию, призывая международное сообщество обратить внимание на действия юго-осетинских пограничников. Власти Грузии опять обратились к сопредседателям женевских дискуссий, даже они в своем коммюнике это отметили, на что мы тоже дали соответствующие разъяснения, что мы эти работы проводим и будем проводить прежде всего в целях безопасности населения и в целях их информирования о линии прохождения границы. И мы еще раз призываем грузин больше реально смотреть на сложившиеся ситуации и приступить к совместной работе по обозначению границы. Тогда никаких недоразумений бы не было. И это мы повторяем и на женевских дискуссиях, это мы повторяем и на встречах МПРИ или вот по горячей линии. Мурачиоев также добавил, что сельские жители продолжают работать на своих участках. И четкое знание линии прохождения границы между государствами, а тем более селами в приграничной зоне, содействует сохранению стабильности. Это важно прежде всего, опять-таки, для местного населения, которое в это время весенне-полевых работ проводит работы, и чтобы местное население знало, где проходит граница, и по незнанию, или то есть непреднамеренно не нарушала, эти знаки выставлены. Внешнеполитическое ведомство нашей страны также обращает внимание на попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Южной Осетии, являющейся суверенным государством. В то время как все страны мира мобилизовали свои силы для борьбы с пандемией COVID-19, Грузия продолжает активно использовать методы информационных провокаций для достижения своих целей и привлечения международного сообщества к решению собственных проблем и реализации реваншистских устремлений, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Южной Осетии. Мурачиоев заключил, что Южная Осетия продолжит обустройство своих границ. Анжела Кокоева, Арнольд Харебов, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В гостинице «Алан» разместят водителей большегрузных автомобилей, которых после привоза товаров из России помещают на карантин в республиканской больнице. На заседании штаба по противодействию распространению коронавируса глава государства поручил перевести водителей из больницы в гостиницу. Администрация города Цхинвал подготовила для размещения людей на карантин 37 номеров. Для недопущения распространения COVID-19 в Южной Осетии водители большегрузного транспорта, вернувшиеся из Северной Осетии, должны соблюдать 14-дневный карантин в гостинице «Алан». Здесь для этого созданы все условия и соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы. На заседании штаба по противодействию распространению коронавируса президент Анатолий Бибилов поручил предпринять меры касательно прибывающих водителей из России. Речь идет о людях, которые осуществляют поставку продуктов в республику и после выгрузки товара сразу же направляются на карантин в республиканскую больницу до следующей отправки за продуктами. Было принято решение, чтобы они находились в изоляции в гостинице «Алан». Главный санитарный врач республики отметила, что гостиница готова и проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Мы уже 2 дня проводим вот эти организационные мероприятия и готовим номера для размещения наших водителей, которые уже вот сейчас заезжают в город, в республику. И вот сейчас мы последние эти штрихи подводим до завершения для того, чтобы принять водителей. То есть это водители, которые сегодня возвращаются? Да, сегодня. И все противоэпидемические мероприятия внутри здания будут осуществлять сотрудники комитета Югосетпотребнадзора. Столичная администрация подготовила 37 номеров в гостинице «Алан» для прибывающих водителей. Непременным условием является размещение в гостиничном номере не более 1 человека. Для удобства водителей силами ЖЭК проведены монтажные работы в номерах. Были проведены работы по монтажу перегородок, балконов между номерами для недопущения
контакта между помещенными на карантин. Также были проведены частичная замена электропроводки, розеток, электрооборудования, электросвещения. Также были частично заменены сантехнические оборудования, гибкие подводки, шланги, в душевых кабинах. Кроме этого, глава государства поручил обеспечить питанием содержащихся на карантине водителей. Марианна Чуачева, Азиз Багаев, Оксана Тактаева. Информационный выпуск сегодня. В республике, как и во многих странах, в связи с коронавирусной инфекцией пришлось перейти на дистанционное обучение. Мера вынужденная действует у нас около месяца. Образование необходимо, на педагогов возложена большая ответственность, от учащихся требуется старательность. Сегодня в Министерстве образования и науки обсудили вопросы, связанные с дистанционной формой обучения. Были озвучены мнения директоров школ по поводу проведения выпускных экзаменов. Их итог зависит от ситуации, которая будет складываться с введенными карантинными мерами. Репортаж Яны Плеевой. Предварительный анализ введенного дистанционного образования и возможные варианты продления учебного процесса после окончания карантина. Об этом сегодня речь шла на встрече с директорами школ в Министерстве образования и науки. Около месяца приказом министерства все школы города и районов республики перешли на вынужденную форму дистанционного образования. Как отметили сами педагоги, в общей сложности посредством интернет-платформ охвачено около 70% школьников. Точечный подход предполагается, что вот дошли мы до повторения. Да? Повторение, в принципе, мы можем провести и в начале следующего учебного года. Я думаю, что к тому времени ситуация гораздо улучшится, и мы сможем это сделать безболезненно. Мое предложение такое. Те предметы, которые уже завершились, учебная программа освоена практически до повторения, мы можем там остановить учебный процесс. А те же предметы, где еще не освоена программа, продолжают проходить учащиеся в том же режиме, в каком они и проходили до сих пор. Учителя, которые имеют часы в нескольких классах, работают до позднего вечера, проверяя устные и письменные отчеты. Речь шла и о том, чтобы по отстающим предметам обучение продолжить в сентябре. Также эта мера касается и тех предметов, объяснение по которым возможно только посредством живого общения с учениками. Кроме того, при возможном снятии карантинных мер учебный процесс может продолжиться в июне. Для того, чтобы повторить и проверить пройденный материал, усвоенный посредством дистанционного образования. Я считаю абсолютно благоразумным предложением воспользоваться июнем, но опять-таки в том случае, если нам позволят выйти на работу. Вопрос выпускных экзаменов, 9 класс и 11 класс. Мы вот думали, как это сделать. Конечно, мы дистанционно это с вами не сделаем, как бы мы ни хотели. Значит, вот дни этих экзаменов, речь идет о письменных, конечно, даже устные можно дистанционно придумать. По всей видимости, мы продумываем о том, чтобы выйти в этот день и провести полноценный экзамен. Как мы это сделаем? Если мы раньше... такой вариант, скажем так, в одной аудитории проводили, то, может быть, мы разобьем по группам детей, подключать будем большее количество педагогов для этих аудиторий, и будем вот так одновременно опять-таки проведем. Выпускников по завершении дистанционной формы обучения планируется собрать небольшими группами в школах с целью проведения выпускных письменных экзаменов. С 1 по 8 класс переводные экзамены снимаются, и педагогами в конце учебного года выставляются годовые оценки. А сейчас я тоже считаю, что учитель спокойно может оценить своего ученика, его знания. Если он прекрасно там учился в сентябре, в первой четверти, во второй, то в третьей, даже если у него нет возможности выйти на связь, вы прекрасно знаете, у него есть база, и он через этот потенциал может и все остальное освоить. И тогда мы придем в сентябре, и спокойно, легко этот ученик за 2-3 недели восполнит вот эти пробелы. Это тоже есть. В перспективе, по словам министра образования и науки, пригласить IT-специалистов, которые бы подобрали одну единую интернет-платформу, применимую для большинства учащихся. Сезонные вспышки имеют периодичный характер за последние несколько лет, поэтому во время карантинных мер внедрение альтернативной формы дистанционного образования может вполне успешно использоваться при необходимости. Яна Плеева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня.
На улице братьев Губаевых в рамках реализации инвестпрограммы на 2018-2019 годы были построены 2 многоэтажных дома. Квартиры практически заселены. После долгих лет ожидания многие семьи наконец получили ключи от своих новых квартир. Кроме очередников, новое благоустроенное жилье получили жители аварийного дома на улице Героев 118. Подробности у Алены Уттаевой. Здесь получили квартиры очередники, а также переселились жильцы с многоэтажного корпуса, расположенного на улице Героев 118. Дом сильно пострадал в августе 2008 года. Жильцы неоднократно обращались с просьбой восстановить их дом и продолжали на протяжении 11 лет жить в аварийном корпусе. В этом году многострадальный дом удалось внести в инвестиционную программу, а всех жильцов разместили в многоэтажках в микрорайоне Царс. Среди них семья Дзукаевых. Мы жили на улице Героев. Нам предоставили возможность выбора. После того, как наш корпус отстроят, если мы захотим, сможем обратно переехать. Однако мы уже обосновались. Квартиры комфортабельные, район спокойный. В течение 11 лет нас кормили обещаниями, что будет снесен наш аварийный дом. И когда нас перед Новым годом переселили в новые квартиры, я не могла поверить. Пятиэтажные корпуса отвечают всем современным стандартам. Как отмечают новоселы, квартиры удобны еще тем, что здесь нет смежных комнат. У каждого помещения отдельный вход. Придомовая территория также полностью обустроена. На ней расположены игровые площадки со всем необходимым инвентарем. Благоустроена зеленая зона, высажены деревья. Есть разные качели для детей. И что самое главное, родитель, не выходя из дома, может выглянуть с балкона и так наблюдать за своим ребенком. Семье Дзукаевых нравится новый микрорайон, новые условия проживания. Они не задумываются переехать в прежний район, где также будет построен 60-квартирный многоэтажный дом. И еще десятки семей, состоящих в списках очередников, получат долгожданные квартиры. Алена Уттаева, Арсен Гасиев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня 68 лет исполнилось бы легенде мирового спорта, двукратному олимпийскому чемпиону Сослану Петровичу Андиеву. Один из ярчайших представителей осетинского спорта, он многое сделал для развития спорта и в Южной Осетии. Патрат Схурьев продолжит. По опросам болельщиков, Андиев был признан лучшим спортсменом Осетии 20 века. И действительно, помимо 2 побед на Олимпийских играх, Сослан Петрович 4 раза выиграл чемпионат мира, 7 раз ему не было равных на чемпионатах Советского Союза. В те времена в самой тяжелой весовой категории не было ограничений в весе спортсменов, поэтому высокому, стройному Сослану, внешне не похожему на борца-тяжеловеса, часто приходилось бороться со спортсменами, которые были намного тяжелее его. Чего стоили его встречи с гигантом Крис Тейлором. При собственном весе 110 килограммов он молниеносным броском сразил 220-килограммового американца. Сослан встречался и с другим американским великаном Джеймсом Джексоном, который весил 150 килограммов. Но Андиев легко и изящно расправлялся со своими соперниками. Добившись в спорте стольких побед, пронеся честь осетинской вольной борьбы по всем континентам мира, Сослан без пауз перешел на новую деятельность. Защитив звание кандидата экономических наук, он тем не менее не смог долго находиться вне спорта и в самые сложные для всей страны перестроечные времена возглавил Государственный комитет спорта Северной Осетии. Молодой руководитель в эти трудные времена сумел сохранить сеть спортивных школ. Он много сделал для сохранения спорта и в Южной Осетии. Долгие годы выплачивал зарплаты группе югостинских тренеров. Выделял финансовые средства для участия югостинских спортсменов на выездных соревнованиях. Очень любил приезжать в Южную Осетию. По мере возможностей приезжал на турниры. 22 ноября 2018 года Сослана Петровича не стало. Память о нем сохранится навечно в наших сердцах. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.